Парадокс или закономерность? Уйгуры процветают, Центральная Азия ждет денег от гастарбайтеров. 1991 год. Развал СССР, Республики Центральной Азии обрели независимость. Главный лозунг «Хватит кормить Москву». Местные элиты клялись, наши несметные ресурсы, хлопок, газ, золото, нефть сделают нас новым Кувейтом и Швейцарией Центральной Азии. Прошло 30 лет. Что показало время? Цифры шокируют. Первое десятилетие независимости стало катастрофой Центральной Азии. Разрыв экономических связей, потери гигантского советского рынка, прекращение дотаций из Москвы и переход на мировые цены на энергоносители обрушили экономику. Падение ВВП. За 1990-е годы экономики ЦАР рухнули на 30-60%. Тысячи заводов, построенных СССР, закрылись. В Узбекистане дефицит бензина при своем газе и нефти. Таджикистан погрузился в гражданскую войну. В Кыргызстане череда вооруженных переворотов. В Казахстане этнические погромы. Туркменистан возводит золотые памятники новому падишаху. Гиперинфляция, безработица, задержки зарплат на годы. Уровень жизни упал в разы. Мечты о Кувейте испарились. Начался массовый исход населения. Спустя 30 лет главный донор Центральной Азии – ни нефть, ни газ. Главный донор – Россия. Вот реальность 2024 года. Таджикистан 33% ВВП, денежные переводы мигрантов, более 4 миллиардов долларов в год, около 2 миллионов граждан, а это 50% трудоспособного населения работают в России. Практически каждый второй мужчина – гастарбайтер. В стране остались лишь женщины, старики и дети. Кыргызстан 32% ВВП, мировой рекорд зависимости, это переводы гастарбайтеров, около 4 миллиардов долларов. 1,5 миллиона мигрантов, 40% трудоспособных, работают в России. В селах – женщины, дети, старики. Без переводов экономика рухнет за неделю. Узбекистан – 12% ВВП, 20 миллиардов долларов в год, переводы гастарбайтеров. Более 8 миллионов гастарбайтеров, это 40% трудоспособного населения. Почти каждый второй узбек-гастарбайтер кормит семью переводами из-за рубежа. Казахстан – 500 тысяч гастарбайтеров в РФ. Суммарно за 30 лет, гастарбайтеры из Центральной Азии отправили домой свыше 500 миллиардов долларов. Вот истинный бюджет так называемой независимости. Уйгурская автономия в Китае пошла другим путем. Жесткое подавление исламского экстремизма плюс гигантские инвестиции. Более 3 триллионов юаней только за последние 10 лет, около $500 миллиона из центра плюс собственные доходы. Итог – более 700 миллиардов долларов. 70% бюджета уйгурской автономии, инвестиции со всего Китая. ВВП уйгурской автономии вырос с 50 миллиардов долларов в 2000 году до более 250 миллиардов долларов в 2023 году. Это больше, чем все среднеазиатские республики вместе взятые. Более 300 миллионов туристов ежегодно. Международные аэропорты, скоростные поезда, автобаны, гостиницы, рестораны, сувениры. Расцвет уйгурской национальной культуры, национальной одежды, уйгурской кухни. Уйгуры – не гастарбайтеры, уйгуры учатся в международных университетах, работают в IT-сфере, гостиничном и торговом бизнесе. Выводы. Центральная Азия в 1991 году – долой Москву оккупанта. Мы ее кормим. Реальность 2025 года. Россия, просим, не выгоняй наших гастарбайтеров. Без их переводов у нас начнутся голодные бунты. После развала Союза, элита Центральной Азии не смогли создать экономику. Вместо индустриализации – ресурсное нефтяное проклятие, вместо технологий – клановость и коррупция, вместо рабочих мест – массовая миграция. Гримасы судьбы – нет, это плата за самонадеянность. За 30 лет построена не экономика нового Кувейта, а экономика таксистов, дворников и разнорабочих. Зависимость от их денежных переводов из той самой России, от которой так стремились убежать. Но выбор был сделан в 1991 году. Цена – десятки миллионов судеб гастарбайтеров и утраченные поколения. Мечты о богатстве разбились о реальность. И главный символ этой реальности – не нефтяная вышка, а чемодан гастарбайтера. Уйгуры выбрали альтернативу. Интеграция плюс гигантские инвестиции равно развитие. Теперь, когда Уйгурстан решит отделиться, он и будет новым Кувейтом Востока.